Главные события Умы в январе. 2026 год начался с атаки БПЛА на Херсонскую область прямо в новогоднюю ночь. 29 человек погибли и 31 получили ранения разной тяжести. Главный муфти шейх Равиль Гайнуддин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате нападения. Однако уже к концу месяца Россия и Украина при посредничестве США и Арабских Эмиратов перешли к прямым переговорам. Первый трехсторонний раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. С главами делегаций встретился лично шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян. Промежуточные результаты глава ОАЭ обсудил с Владимиром Путиным 29 января в Москве. Президент Эмиратов заявил Путину, что настроен на укрепление отношений между Россией и ОАЭ. Российский лидер поблагодарил коллегу за дипломатические усилия и сообщил о планах открытия в Эмиратах Российского университета, а также молодежного научного парка под эгидой Сириуса. И мы высоко ценим ваш личный значительный вклад в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства, которое носит многоплановый и обоюдовыгодный характер. В январе в Абу-Даби также успели побывать представители нашего духовного управления. С 12 по 23 января там проходили курсы повышения квалификации имама и председателей духовных управлений в составе Думы РФ из Пензенской, Рязанской, Саратовской, Московской областей и Республики Мордовия. Курсы организовало Генеральное управление по делам ислама, вакфов и закяту ОАЭ в рамках меморандума о сотрудничестве с Думой РФ. Еще одна встреча с лидером исламского мира также состоялась в Кремле. Президент Владимир Путин и председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас обсудили восстановление сектора Газа и гуманитарную помощь региону. Путин отметил, что Россия готова направить $1 миллиард в Совет мира на поддержку палестинского народа. Может быть, слышали, мы готовы направить $1 миллиард в эту новую структуру Совет мира, прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины. Духовный лидер мусульман России муфти Гайнуддин 7 января поздравил православных сограждан с Рождеством. Свыше тысячелетия, проживая бок о бок с христианами, разделяя общие победы и испытания, мы, мусульмане России, разделяем с нашими братьями радость их религиозного праздника и желаем мира, благоденствия и гармонии каждой христианской семье, каждому дому. С 15 на 16 января мусульмане встретили благословенную ночь Мирадж в память о перенесении пророка Мухаммада, мир ему, в Иерусалим и его вознесении к Всевышнему. А с заходом солнца 19 января наступил месяц Шаабан, один из 3 священных месяцев наряду с Раджабом и Рамаданом. В одном из хадисов его также называют месяцем пророка, мир ему. Совет улемов Думы РФ 25 января вынес фетву о соблюдении поста в месяц Рамадан. По лунному календарю Рамадан в 2026 наступит с заходом солнца 18 февраля. После пятой молитвы в этот же день совершается первый таравих. Первым днем поста следует считать 19 февраля, последним 19 марта. Последний таравих совершается 18 марта. Первый день месяца Шавваль и Ораза Байрам приходится на 20 марта. В Рио председатель Думы РФ муфти Дамир Мухиддинов и зампред Равиль Сайфетдинов приняли участие в заседании комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ. На нем обсудили итоги хаджа российских мусульман в 2025 году и подготовку к хаджу в 2026. Муфти Республики Беларусь Абубекир Шабанович поблагодарил духовного лидера мусульман России муфтия Гайнуддина за участие зампреда Думы РФ Ильдара Нуриманова в 10-м съезде мусульманского религиозного объединения республики. На прошедшем в конце декабря прошлого года в Минской соборной мечети мероприятии представители 20 мусульманских общин Беларуси единогласно переизбрали Абубекира Шабановича на посту верховного муфтия страны. Духовный лидер руководит братской уммой с 1994 года. Муфти Москвы Ильдар Аляутдинов выступил на международной конференции «Будущее традиционных профессий в свете развития ИИ с точки зрения ислама» в Каире. Особое внимание на форуме уделили вопросам этики и морали в условиях прогресса искусственного интеллекта. На полях конференции Ильдар Аляутдинов побеседовал с верховным муфтием Египта доктором Назиром Аядом и министром вакфов Египта Усамой Аль-Асхари. Зампред Думы РФ Рафик Фатахиддинов принял участие в торжественном собрании к 15-летию Следственного комитета России. Участники возложили цветы у мемориальной доски памяти сотрудников СК, погибших при исполнении служебного долга. Рафик Фатахиддинов прочел дуа об отдавших жизнь за права граждан России и государства. Зампред Думы РФ Равиль Сайфетдинов и вице-президент АО «Банк Дом РФ» Марина Слуцкая обсудили использование стандартов исламского банкинга при разработке аналогов основных бизнес-продуктов компании. Дом РФ намерен выдавать ипотеку в соответствии с нормами партнерского финансирования. Исполнился год с открытия Центра межрелигиозного диалога имени Габдель-Каюма Насыри Московского исламского института. Его создание было приурочено к 200-летию со дня рождения ученого и просветителя. Работу возглавил руководитель Департамента образования и науки Думы РФ Ильгизар Давлетшин. За год специалисты Центра реализовали много важных проектов.
В Москве прошли 34-е международные рождественские образовательные чтения, посвященные в этом году теме просвещения, нравственности и формированию личности. От Дум РФ в пленарном заседании форума принял участие руководитель Центра межрелигиозного диалога имени Каюма Насыри Московского исламского института Ильгизар Давлетшин. В Музее исламской культуры в Казани продолжается выставка с надеждой на божественную милость к 150-летию Мусы Бигиева. На ней представлены его уникальные фотографии, рукописи, российские и зарубежные издания трудов Бигиева, а также личные предметы, сохранившиеся у потомков выдающегося мыслителя. В столице же продолжается выставка «Шедевры исламского искусства», организованная Государственным музеем Востока при поддержке Дум РФ. Посмотреть на памятники исламской цивилизации, созданные мастерами из Средней Азии, арабских стран, Ирана, Турции, Афганистана, Индии, Китая и России, можно в 13-м павильоне на ВДНХ до 22 февраля. Государственный музей истории и религии Санкт-Петербурга получил от Дум РФ священный Коран и облачение имама, чилму, чапан и награды мусульман России, побывавших в зоне специальной военной операции. В представленном для музея облачении имамы Дум РФ посещают блиндажи на передовой, полевые госпитали и походные мечети. Наши представители также передали для новой экспозиции «Стена памяти» в военно-медицинском музее Петербурга сборники дуа, походные намазлыки и другую исламскую атрибутику для военнослужащих на СВО. Почетной грамотой Общественной палаты РФ удостоен председатель Думы Забайкальского края имам Мухтасиб Алмаз Салахов за значительный вклад в развитие гражданского общества. Награждение прошло на форуме «Общество и власть. Диалог, созидание, доверие». Медали за помощь фронту удостоен имам Мухтасиб Воронежской области Рашид Али Мурадов. Он ездил в зону СВО с гуманитарными миссиями в помощь военнослужащим и мирному населению. На организованные им пожертвования для военнослужащих приобрели квадрокоптер DJI Mavic 3 и другие необходимые бойцам гаджеты. Во Владивостоке простились с участником специальной военной операции Шухратом Ризаевым. В Лесках Воронежской области простились с бойцом-добровольцем СВО Ниази Низами Аглы. Джаназа намаз попавшему защитник Родины провел председатель Дум Воронежской области имам Мухтасиб Рашид Али Мурадов. Ниази Низами Аглы ушел добровольцем на СВО 12 ноября 2025 года. Делегация Дум РФ посетила крупнейшую выставку пищевой промышленности и производства напитков «Галфуд-2026» в Дубайском всемирном торговом центре. На площадке российской экспозиции в Рио председателя Дум РФ муфти Дамир Мухиддинов, зампред Рафик Фатахиддинов и директор Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Айдар Газисов пообщались с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной и раисом Татарстана Рустамом Минихановым. Айдар Газисов проинформировал их о работе МЦИС «Халяль» по развитию индустрии. Экспорт российской продукции АПК в страны Ближнего Востока в 2025 году составил $4,3 миллиарда, заявил министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на открытии российской экспозиции Made in Russia на Галфуд-2026. Наши отношения со странами Ближнего Востока уверенно развиваются. В 2025 году экспортные поставки из России составили $4,3 миллиарда. Конечно, мы знаем, что у стран Ближнего Востока очень высокие стандарты и требования по качеству, и наши производители всегда стремятся их соблюдать. В 2025 году мы получили допуск еще в 4 страны по продукции халяль. У нас растет производство продукции халяль для собственного потребления. Конечно, эта продукция хорошо расходится в мире. Казань получила одобрение на юношеские игры стран Организации исламского сотрудничества в 2027 году. Речь об играх, проведение которых еще в 2022 году поддержал главный муфти шейх Равиль Гайнуддин. В 2024 проект игр одобрил президент Владимир Путин. И вот в конце прошлого года их проведение в столице Татарстана обсудили министр спорта РФ Михаил Дегтярев и раис республики Рустам Миниханов. Принципиально важно, что никаких ограничений по религиозному признаку для участников не предполагается. В турнире ожидается участие от 3 до 5 тысяч юношей и девушек до 18 лет из 57 стран АИС. Они будут соревноваться в 21 виде спорта.